Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. В России юридическая ответственность для несовершеннолетних зависит от возраста и тяжести совершенного деяния. В большинстве случаев она наступает с 16 лет, однако за тяжкие преступления и определенные виды ущерба отвечать приходится уже с 14. Об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних мы сегодня поговорим. Наш гость студии Матвей Титов, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры Республики. Матвей Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим о том, какая статистика совершения правонарушений несовершеннолетними сегодня существует и какие все-таки преступления совершаются. Если говорить о статистических данных, более актуальные данные за 2025 год, то по итогам 2025 года у нас на территории республики зарегистрирован рост, если касается несовершеннолетних, то совершенных несовершеннолетними преступлений. Что касается административных правонарушений, у нас снижение было. И по общественно опасным деяниям, то есть это ситуация, при которой несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, то, что вы сказали, 16-14 лет по ряду преступлений, то такие действия считаются общественно опасными деяниями, преступлениями не признаются. В этом случае у нас также зафиксирован незначительный рост. В связи с ростом подростковой преступности органы прокуратуры совместно с органами и учреждениями системы профилактики в текущем и в прошлом году приняли ряд организационных, координационных и надзорных мер, благодаря которым уже в текущем году по итогам 3 месяцев удалось существенно снизить подростковую преступность, если мне не изменяет память, с 87 до 51 случая. То есть существенно. Что касается категории преступлений, вы спросили, которые совершаются. Обычно это преступление небольшой все-таки тяжести. Это кражи, это угоны автомобилей и так далее. Что касается тяжких преступлений, то по итогам 2025 года в основном это были преступления, связанные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. То есть это когда несовершеннолетние, допустим, нет, дроперов среди несовершеннолетних в прошлом году и в текущем году не зарегистрировано. Уже радует. Это в основном преступления, когда несовершеннолетние, например, на улице либо в общественном ином месте находят банковские карты, идут с этой карты, платят, то есть таким образом совершают кражу. Это подпадает под пункт Г, часть 3 статьи 158 и считается преступление, совершенное с использованием ИТТ. То есть у нас было большое количество таких преступлений. А есть ли статистика, впервые это совершается преступление или повторно у таких вот? Да, безусловно, такая статистика имеется. Повторных преступлений зарегистрировано не так много, потому что все-таки у нас несовершеннолетний, который совершает преступление, он ставится на учет в органах и учреждениях системы профилактики, с ним организовывается индивидуальная профилактическая работа, и повторное совершение им преступления должно сводиться к минимуму, что и делается. А мы можем какие-то сегодня обозначить причины или условия тому, почему подростковая преступность, она у нас не то что существует, она еще и растет в последние годы, судя по тому, что вы рассказываете? Она не растет последние годы. Был рост в 2025 году зафиксирован, в этом году снижение существенное. Что касается причин и условий, то условно я бы их разделил на внутренние, то есть это психическое состояние человека, особенности его психики, и внешние, так скажем, условия. То есть это неблагоприятная обстановка семьи, материальное положение, негативное воздействие окружения. Допустим, это вовлечение ребенка в какие-то деструктивные группы, влияние сети интернет дестабилизирующие. Где-то это ощущение безнаказанности, то есть когда родители не прививают уважение к закону и так далее. То есть факторов достаточно много, и они могут комплексно воздействовать на ребенка, что приводит в конечном итоге к совершению правонарушений либо преступлений. Получается, портрет везде плюс-минус одинаковый, такого несовершеннолетнего преступника.
Мы на самом деле анализировали по итогам 2025 года социальный портрет преступника, да, так скажем, несовершеннолетнего. В целом характеристики такие были. Это лицо, которому примерно 16-17 лет. Это лицо, которое воспитывается, как правило, все-таки в полной семье и благополучной семье. То есть обычно принято считать, что преступники у нас совершают преступления по большей части из неблагополучных семей. Однако, если статистически смотреть, то семьи-то там благополучные. Просто проблемы, связанные с теми, которые я перечислил, это либо негативное влияние там, иных лиц, в том числе взрослых. Компания окружающая. Да. Либо это недостаточное где-то упущение со стороны родителей и законных представителей. Какие особенности существуют вот, в плане привлечения детей к ответственности, как административной, так и уголовной? Какие факторы здесь учитываются? Особенности здесь вы в начале программы уже обозначили, да, что возраст ответственности есть. Административная ответственность — это 16 лет по общему правилу, то есть это дееспособное лицо, которое достиг возраста 16 лет, совершил какие-то административные правонарушения. Здесь особенности какие? В отношении несовершеннолетнего не может быть избран административный арест. Как правило, наказание — это предупреждение либо штраф. И в случае, если самостоятельного дохода несовершеннолетний не имеет, штраф платят его законные представители, то есть родители. А что касается особенностей уголовной ответственности, то, повторюсь, то, что вы сказали, это тоже общее правило. 16 лет привлекается к уголовной ответственности, но по ряду статей тяжких, либо особо тяжких, например, там, грабеж, разбой, убийство, лицо может быть привлечено с 14 лет к указанной ответственности за данные преступления. Из особенностей, да, что касается уголовной ответственности, несовершеннолетнему максимальное наказание в виде лишения свободы может быть назначено только до 10 лет лишения свободы. Если мы говорим о работе со стороны органов государственной власти, какие меры, в том числе со стороны прокуратуры, принимаются для предупреждения совершения вот и административных, и, конечно же, уголовных правонарушений? В этом случае у нас есть комплекс органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. К ним относится комиссия по делам несовершеннолетних. Это центральный координирующий орган, который направляет, так скажем, другие органы системы профилактики. Это МВД, это опека, это органы по делам молодежи, это органы социальной защиты и так далее. Перечислять их всех не буду. Какая роль прокуратуры? Прокуратура, она является в первую очередь надзирающим органом, то есть она надзирает за тем, чтобы остальные органы учреждения системы профилактики эффективно работали, добивались прежде всего цели своей деятельности. Первостепенно это предупреждение совершения правонарушений и преступления, то, что вы сказали. Ну и координационный характер, да, органы прокуратуры имеют право осуществлять координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. То есть мы видим, например, какие-то недостатки в том или ином направлении, и мерами надзорного, координационного и организационного характера на них влияем. Что касается еще индивидуальной профилактической работы, про то, что я сказал, как раз вот органы учреждения системы профилактики, их основная деятельность направлена на предупреждение совершения правонарушения, но если ребенок уже совершил преступление, то это ресоциализация, так скажем, подростка, осуществление с ним индивидуальной профилактической работы. Если говорить о работе с родителем, какой вектор вот именно выстраивается здесь? Выстраивается ли? Я понимаю, что прокуратура не психолог. Безусловно, данная работа и с родителями в том числе проводится. То, что я сказал, я бы выделил, есть общая профилактика, а есть специальная профилактика. То есть специальная профилактика — это когда ребенок уже совершил, да, правонарушение, либо родители совершили правонарушение, и с ними проводится уже работа, они встают на учет. А есть общая профилактика, когда до родителей, до детей, которые еще не совершали преступления, которые в поле органов учреждений системы профилактики не были, так скажем,
в отношении них уже проводится какая-то общая профилактика. Им доводится, что такие-то, такие-то действия могут являться преступными. Так-то делать можно, так-то делать нельзя. Вот то, что я вам сказал даже в самом начале про банковские карты. Многие же это не знают, что если ты банковскую карту на улице нашел, пошел там 200-300 рублей потратил, ну, какое это преступление, многие думают. А это на самом деле тяжкое преступление, там до 7 лет лишения свободы. За 300 рублей? Он состав формальный, если вы... Понятно, что там где-то может и малозначительность быть, но формальный состав, если вы потратили денежные средства, в ваших действиях имеет состав преступления. Хороший урок жизни, что называется. Матвей Андреевич, а на особом контроле, насколько я понимаю, находятся и семьи, так называемые, неблагополучные? Да, эти семьи обычно ставятся на профилактический учет. Это вы имеете семьи, которые находятся в социально опасном положении. Социально опасное положение, да. Есть две категории. Есть семьи, которые находятся в социально опасном положении, и в трудной жизненной ситуации здесь необходимо отличать. То есть семьи СОП, так называемые, это семьи, в которые ребенок совершил, допустим, правонарушение либо преступление, такая семья признается СОПовской. А семья, которая находится в трудной жизненной ситуации, это то, что вы сказали, может быть какое-то неблагополучие. Да, безусловно, с этими семьями ведется работа, если это семья СОП, и она была поставлена на этот учет ввиду того, что ребенок совершил административное правонарушение или преступление, то здесь работа органов учреждения и систем профилактики направлена в первую очередь на то, чтобы устранить первопричины, по которым он совершил это преступление. А то, что касается трудной жизненной ситуации, да, в семье, то здесь по большей части задействованы не МВД там, и КДН, а здесь органы социальной защиты населения задействованы. То есть необходимо преодолеть трудную жизненную ситуацию, здесь уже немножко работают другие механизмы. Матвей Андреевич, в заключении какой-то совет родителям, чтобы исключить совершение и повторных, и первичных правонарушений? Совет на самом деле простой. Заботиться о ребенке, знать, с кем он общается, какой у него круг общения из друзей, чем он интересуется. Ну, мы-то с вами понимаем и знаем, да, что если ребенок сидит дома, у него полно времени, то это один из факторов, так скажем, где он может совершить там противоправное действие, преступление. Поэтому надо занять ребенка. Либо это спорт, либо это там хобби иное, либо другое какое-то творчество. И в силу того, что мы с вами живем в информационном мире, естественно, знать, с кем ребенок в интернете общается, на какие группы подписан, какие страницы посещает, поскольку сейчас идет активное тоже, так скажем, вовлечение детей в совершение преступлений, в том числе с использованием интернета. Ну что ж, Матвей Андреевич, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это было актуальное интервью. До встречи.